В городе Вена в ходе рабочего визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Австрийскую республику состоялась двусторонняя встреча с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельгой Марией Шмидт. Основной целью встречи стало обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Кыргызской республики с ОБСЕ, международной повестки дня в области безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами, влияния событий в Афганистане на безопасность в Центральной Азии, а также поддержки этнических кыргызов, проживающих за рубежом. Казакбаев предложил провести в следующем году совместную конференцию высокого уровня с участием генерального секретаря ОБСЕ, директора БДИБИЧ, Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, представителя ОБСЕ по свободе слова и представителей тройки председательства ОБСЕ Швеция, Польша, Северная Македония, приуроченную к 30-летию вступления в ОБСЕ и присоединения Кыргызстана к Хельсинскому заключительному акту. В рамках международной конференции предложено обсудить итоги и планы по развитию сотрудничества между Кыргызстаном и ОБСЕ во всех трех измерениях всеобъемлющей безопасности. Министр проинформировал об успешной работе правительства по репатриации 79 детей, граждан Кыргызстана из Ирака, и выразил просьбу о поддержке со стороны ОБСЕ в проведении дальнейшей работы по репатриации и реинтеграции и выступил за дальнейшее расширение проекта в рамках программного офиса ОБСЕ в городе Бишкек. В свою очередь Шмидт отметила значительные достижения Кыргызстана в демократизации общества и проведении политических реформ и подтвердила готовность ОБСЕ направить в Кыргызстан миссию международных наблюдателей для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами, подтвердила заинтересованность ОБСЕ в развитии двустороннего и регионального сотрудничества с Кыргызстаном и Центральной Азией в части обеспечения безопасности с учетом последних военно-политических изменений в Афганистане. Также выразила благодарность Кыргызстану за работу кыргызских специалистов в полевых миссиях ОБСЕ.